Обычно Андрей Петрович помогает населению по вопросам юридического характера, но обращаются, говорит, даже с бытовыми. Впрочем, по тематике преобладает все же жилищное, земельное и налоговое право. Но вот что интересно, не всем понятен язык суда. Нет в национальном языке и многих терминов. Сам Тарабукин за годы практики сформировал около 30 из них. Оттого, мол, люди глубинки часто неверно и трактуют замысловатые решения разных инстанций. Коми население приходит в суд. Всю жизнь проживал в сельской местности, всю жизнь разговаривал на коми языке. Приходит в суд, спрашивает, владеете русским? Ну что он скажет? Конечно, он не скажет, что я не владею, скажет, владею. И тогда переводчик ему не предоставляется. Да и что вот переводчик, что он сделает? Он просто переводит фактически те слова, а разъяснять уже некому, что вот так надо сделать или вот так. И что вот коми человек, он подписывает документ, думает, что он все правильно сказал, подписал все правильно, а нет, приходит решение и далеко не в его пользу. Существует проект «Оланда Оланпас» с ноября прошлого года при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Более десятка жителей уже обратилось за бесплатной консультацией. Сроков реализации проекта нет. Спрос высокий. Именно поэтому поток посетителей не иссякает. Я надеюсь, что среди студентов, которые готовятся стать в будущем юристами, найдутся те, кто хорошо владеет коми языком и присоединятся к проекту. Это, во-первых, даст им возможность получения опыта и, во-вторых, сделает их более конкурентно способными на рынке. Для реализации проекта Миннац выделил рабочее место для приема граждан в здании Дома дружбы народов. Приемные часы по пятницам. Сам же народный защитник настроен по-боевому, ведь юридическая помощь на коми-языке востребована. Многие после таких консультаций научились хотя бы вопросы формулировать. А еще беседа на родном коренном языке, говорит адвокат-уроженец села Кирчомья, получается уж очень какая-то доверительная. Это позволяет глубже проникнуть в суть проблемы. Мария Матвеева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.